рождественские дни дарят всем нам негасимый свет веры и наполняют нас радостью и надеждой. Это время благих помыслов и добрых поступков, заботы о ближних и незнакомых людях, для которых нужна наша помощь. В поздравлении главы государства Владимира Владимировича Путина, святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с праздником Рождества Христова, в частности, говорится: «Светлый праздник Рождества дорог миллионам людей. Он дарит нам негасимый свет веры, наполняет сердца радостью и надеждой. В эти дни по-особому зримы заботы Русской Православной Церкви об укреплении нравственных основ общества, сохранении нашего богатейшего духовного, культурного, исторического наследия». Дорогие друзья, для официального поздравления мы приглашаем на сцену епископа Улан-Удэнского и Бурятского Савватия. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, сегодняшний день завершает святочные дни, которые начались с Рождеством Христовым. И святочные дни заканчиваются сегодняшним днем, днем Крещения Господня или Богоявления. Эти дни для сердца каждого православного человека особенно дороги, особенно радостны. И сегодняшний день, когда мы собирались в храмах, показал, насколько он нам близок. Переполненные храмы, и народ идет нескончаемым потоком в храм до сего момента. Я хочу поприветствовать вас здесь, в этом зале, поприветствовать и, конечно же, поздравить вас и с прошедшим Рождеством Христовым, и с Богоявлением, Крещением Господним, со святыми днями. Конечно же, каждого человека, особенно православного человека, не может не трогать эти праздничные дни. И само событие появления в мир, пришествия в мир Господа нашего Иисуса Христа, оно говорит о том, что Бог, Господь нас не оставляет, но Он нам близок и стал близким, как никогда, с того момента, как Он пришел в мир, для того, чтобы свою собственную жизнь отдать ради каждого из нас. Позвольте поприветствовать вас и поздравить с этими святыми днями. Я хочу традиционно пожелать вам всем доброго здравия, телесного и душевного. Хочу пожелать вам мира в ваших семьях, потому что нет важнее, пожалуй, ничего для человека, чем мир в семье, чем взаимопонимание, чем сознание того, что когда ты возвращаешься либо с поездки, либо с работы, сознание того, что тебя дома ждут, что тебя дома любят. Я желаю, чтобы в наших семьях дети росли крепкими и здоровыми, чтобы мы прирастали родней. Пожалуйста, передайте от меня лично всем вашим близким, знакомым и друзьям мои самые наилучшие пожелания добра и счастья и процветания. Всего вам доброго, с праздником вас! Мы приглашаем на сцену заместителя председателя правительства Республики Бурятия, руководителя администрации главы республики и правительства Республики Бурятия Петра Лукича Носкова. Ваше Преосвященство, уважаемый владыка Савватий, дорогие друзья, сегодня мы празднуем один из самых светлых праздников христианства, православия. Это праздник
крещения, праздник крещения Господня. Праздник крещения Господня входит в 7 таинств церковных. И 3 из них, это покаяние, прощение и крещение, были учреждены самим Иисусом Христом. Что по сути собой является праздник крещения? Это в первую очередь, конечно же, надежда на то, что найти дорогу для спасения своей души. Праздник крещения Господня и крещение человека открывает перед ним все таинства, в первую очередь, любви ближнего, любви окружающего мира. И в этом ценна именно система, наша религиозная система, не только христианства, но и всех конфессий, которые сегодня являются и работают на территории нашей России, на территории Республики Бурятия. Сегодня много делается нашей православной конфессии, улан-удэнской, бурятской епархии. В первую очередь, если подвести итоги уходящего или ушедшего прошлого года, то можно сказать, что было построено, отреставрировано и освящено 7 православных храмов. В прошлом году начал работать приют для женщин, которые по разным жизненным ситуациям потеряли свой кров. В прошлом году открыл двери первый православный детский сад. В прошлом году совершилось большое мероприятие, большое событие для всех, наверное, не только христиан, для всех жителей Республики Бурятия. Был заложен, освящен первый камень в основании епархиального собора в нашем парке Орешково и построен первый этап, это заложенный фундамент. Я думаю, что силой прихожан, силой убеждения владыки этот храм будет возведен. Силами епархии в прошлом году проводилось очень много лекций, бесед. Мы видели часто нашего владыку с экрана телевидения, мы читали его статьи в газетах. И все это, конечно же, помогает людям жить. Все это, конечно, настраивает на благие дела. Хотелось бы пожелать, владыка уже сказал, но я бы хотел еще добавить, мира в нашей душе в первую очередь. Будет мир, согласие, тогда будет желание помогать ближним. А помогать ближним значит искать путь спасения тебе. Чем больше мы любим, тем больше будут любить нас. Уважаемый владыка, дорогие друзья, земляки, позвольте мне в первую очередь от главы Республики Бурятия Вячеслава Владимировича Наговицына, который сегодня находится в командировке в городе Москве, передать вот этот приветственный адрес нашему владыке, пожелать всем вам добра, мира, спокойствия, уважения окружающих и любви ближних. С праздником Рождества Христова и с праздником Крещения Господня. Со словами приветствия к вам обращается заместитель председателя Народного хурала Республики Бурятия Владимир Анатольевич Павлов. Добрый день, уважаемые земляки. Разрешите от имени депутатов Народного хурала Республики Бурятия, от председателя Народного хурала Республики Бурятия Матвея Матвеевича Гершевича, от себя лично поздравить вас с одними из самых главных христианских праздников – Рождеством Христовым и Крещением Господним. Ведь в эти великие дни мы обращаемся к вечным ценностям, это нравственным основам, своим корням и вере. Для миллионов людей Рождество Христово и Крещение Господне является символом приобщения к неизменностям ценностям христианской духовности. В современном мире эти великие праздники несут уверенность в победе идеалов гуманизма и справедливости, что мы всегда ждем, и этот процесс идет. И сегодня мы рады этому процессу, и мы сегодня с вами
участники этого процесса. Эти праздники вселяют в наши сердца любовь, надежду, веру. Эти праздники наполняют нашу жизнь искренней радостью и ожиданием хороших перемен. В эти десятилетия между государством и Русской Православной Церковью произошли значительные хорошие перемены. И как отражение этих перемен это дальнейшее укрепление дружбы между народами, укрепление дружбы между конфессиями, укрепление нравственности и воспитания молодого поколения. Я сегодня хочу поблагодарить владыку Савватия и всех тех других людей, которые занимаются этой важной богоугодной работой, поблагодарить их за то, что они проводят эту работу, не жалея сил, времени, проводят очень серьезно. И эта работа ощущается на нашем обществе, но предстоит сделать еще достаточно много, и мы вместе с вами должны быть приобщены к этой работе. Уважаемые земляки, пусть эти великие праздники принесут в ваши семьи любовь, достаток, мир, согласие и понимание. Желаю всем хорошего здоровья и уверенности в завтрашнем дне и в будущем времени. Пусть тепло дружбы, пусть тепло любви не покидает вас и ваших близких, а нравственная сила этих праздников позволяет реализовывать самые смелые начинания. С праздником, уважаемые земляки! Да сохранит вас Господь! Для поздравлений на сцену приглашается заместитель мэра города Улан-Удэ Михаил Алексеевич Ян. Глубоко уважаемый владыка, глубоко уважаемые верующие, глубоко уважаемые земляки, друзья, мне выпала большая честь по поручению мэра нашего города Александра Михайловича Голкова передать вам искренние поздравления с прекрасными, славными, святыми христианскими праздниками, которые пришли в начале года на нашу землю, которые принесли нам надежду на светлое будущее. Хочется всем пожелать от всех органов местного самоуправления, чтобы те добрые слова, которые мы говорим в эти дни друг другу, все они реализовались, чтобы вот та духовная, высокая общность, которая сегодня присутствует в нашем городе, вела нас к счастливому будущему весь этот год и все будущее наше время. Искренне хочу пожелать всем, каждой семье счастья и благоденствия, здоровья, успеха в труде, в работе, в учебе, в духовной жизни. И от себя еще хочу добавить. Сегодня мне в очередной раз посчастливилось окунуться в освященную воду. Прекрасно себя чувствую, чего и всем желаю. С праздником! Разделяя с вами радость этого праздника, мы желаем всем здоровья и благополучия и всего самого доброго. И пусть свет Вифлеемской звезды принесет в каждый дом счастье, любовь и согласие, а нашей стране процветание. Когда на небосклоне загорается рождественская звезда, мир замирает, с небес полночных падает звезда, и остается навсегда свет Рождества, прекрасный и высокий. Рождество Твое, Христе, Боже наш, Рождество Твое, Христе, Боже наш, воссия мирови свет разума, воссия
Сбывались слова пророка, сходили ангелы с небес, звезда катилась от востока, мир искупления ожидал, и в бедных яслях Вифлеема под песнь хвалебную Эдема младенец дивный воссиял. Того, кто вечно был и есть, рождает миру Дева днесь. Рождает миру Дева днесь того, кто вечно был и есть. Непостижимому уму, непостижимому уму земля рождает свой приют, и в небе ангелы поют. И со скалы идут волхвы, и за звездой идут волхвы. Земля рождает того, кто нам праздник подарил, кто землю нашу осветил. Земля рождает младенца, Бога нашего, Иисуса Христа. С мира ветхого, сбросив оковы, возвещая Христа Рождество, пронизала звезда мрак суровый, чтоб сияло судьбы Рождество, чтобы солнце Христово учение согревало, бодрило сердца, грубой силы смягчая мучения, чтобы кровь не лилась без конца, чтобы воронов алчная стая не терзала сердца и тела, и в хоромах, и в избах святая лучезарная правда цвела. Еще те звезды не погасли, еще сияет та звезда, что озарила миру ясли новорожденного Христа. Тогда, ведомые звездою, чуждаясь ропота молвы, благоговейною толпою к кресту стекались волхвы. Прошли века, и он, распятый, но все по-прежнему живой, идет, как истинный глашатай, по нашей пажити мирской. Кругом рождественская мгла, во мгле звучат колокола, и с ними в лад слова звучат. Мир на земле и счастье всем. Я чувствовал, как в этот день жизнь городов и деревень, объединив, звучит призыв. Мир на земле и счастье всем. Слава
вишні Богу, слава вишні Богу, і на землі мир, і на землі мир. Слава вишні Богу, і на землі мир. Человек благоволение, Глубже в небе синева, ярче вспыхнула звезда, приходила коляда накануне Рождества. Родилась коляда накануне Рождества, за горою, за крутою, за рекою, за быстрою. Ходим мы, походим, каледовщики, ищем мы, поищем государев двор. Ну что, тетушка, подай, и Варварушка, подай. Открывай ворота, выноси пирога, выноси. А кто подаст лепешки, тому золотые лукошки. Кто подаст каши, тому золотые чаши. Добрый вечер! Добрым людям на здоровье! Чтоб здоровы были, много лет жили. Открывайте сундуки, доставайте пятаки. Не дадите пятака. Мы корову с рогами. Уж ты, тетушка, подай. Ты, лебедушка, подай. Давай пошли. Родись рожь, хороша. Мы ведем на коляду красную девицу. Звезду! С Рождеством Христовым! Желанные гости дома утеха, с Рождеством вам, гостюшки дорогие! А чтобы получить угощение, нужно задобрить хозяев. А ну-ка покажите, что вы умеете делать?
цветет. И глаза мои, и губы нынче смелые. Поцелуи на морозе, словно мед. Снегири на тонких ветках, будто яблочки. Лес надвинул синий до бровей. Потеснее сяду рядом с милым Саночки. Обними меня скорее и согрей. Зима, 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 сестрица моя снежная, румяная, бедовая, девчонка безмятежная. Зима, 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 веселая и грустная. Люблю, зима, люблю тебя, красавица ты русская. Колокольчик звонкий прогремит по улице, и все ближе волшебство. И с тобою, и со мною нынче сбудется все загаданное в ночь под Рождество. Купола сияют в небе ярким золотом, и вокруг такой простор и красота. И стучится сердце молодо от холода, и душа моя, как белый снег,
Тонкий месяц, снег идет, купола с крестами. Так и чудится, вот-вот понесутся сани. Ждешь и веришь в волшебство, кажется все новым. Так бывает в Рождество, с Рождеством Христовым.
Нас охраняет от ненастья только любовь под Новый год. Наша заветная мечта сбудется, если будем верить только под Новый год, на новые года. Мы с тобой посидим за столом, и шампанское ставить пора. Всех друзей позовем мы в свой дом, будем с ними гулять до утра. Улыбнувшись, ты скажешь «люблю», я тебя поцелую в ответ. Ни одна я сегодня не сплю, и весь мир в этот вечер согрет. И Новый год, и Рождество нам принесут немного счастья. Нас охраняет от ненастья только любовь на Новый год. Наша заветная мечта сбудется, если будем верить только под Новый год, на новые года. Сохраняет от ненастья только любовь под Новый год. Наша заветная мечта сбудется, если будем верить только под Новый год, на новые года. Только под Новый год, на новые года. ложится на пушистой кошке. Я глаза зажмурю, и ты
даю, потому что чудо, чудо, только чудо жду. Ведь праздник рядом, он согрет улыбками друзей твоих. Ведь в Рождестве есть свой секрет, люби всех близких и родных. И в Рождество мы Бога будем прославлять и радостную новость возвещать. Божий Сын родился, и настало чудо. Бог затем явился, чтобы стать нам другом. Весть благую дальше мы передаем Иисусу славу, славу и хвалу поем. Ведь праздник рядом, он согрет улыбками друзей твоих. Ведь в Рождестве есть свой секрет, люби всех близких и родных. И в Рождество мы Бога будем прославлять и радостную новость возвещать. Праздник рядом, он согрет улыбками друзей твоих. Ведь в Рождестве есть свой секрет, люби всех близких и родных. И в Рождество мы Бога будем прославлять и радостную новость возвещать.
старинных колядках пелось о том, как в святки идут три братца. Первый-то братец – Рождество Христово, второй-то братец – Крещение Господне, третий-то братец – Василий Кесарийский. Щедрый вечер. Ой, как из-под горы вода ключевая, нельзя тую воду пить, она холодная. Нельзя тую воду пить, она холодная. Если хочешь воду пить, пойди до цыганки. Если хочешь воду пить, пойди до цыганки. У цыганки черные брови, золотые подковки. У цыганки черные брови, золотые
çıkan nurun çoğur karin top top top. Girkuk tari halgarvi degik teri dektilef aya vima oran mi belen chinni girtiyef eri derem cha 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 turi karuk kop 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 oran chika hamurun cho hauru karin top top top. Сегодня мы празднуем один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Праздником Крещения заканчиваются рождественские святки. Они продлились с 7 по 19 января. В старину говорили «Крещение со святками прощения». Пора чудесного святого очищения, пора звенящей бесконечной чистоты. Сегодня день великого крещения. Полны сердца добра и красоты. Пусть будет все, как истинно мечтается. Пусть свет небесный в сердце снизойдет.
душа пусть ликованием утешается, и гостям весть благая в дом войдет. 19 января. Крещение, Богоявление. В Богоявленскую ночь небо открывается. И сегодня в этот славный праздник позвольте всем вам пожелать счастья, здоровья, успехов. С праздником!